Я хотел бы просто задать вам вопрос. Это мнение всех участников или у вас были по этому вопросу какие-то споры, и кто-то с этим оказался или был не согласен? Я хотел бы отметить, что тут самый главный аргумент наш заключался в том, что коль скоро увеличивается экономический вес стран, экономическая мощь стран, то было бы уместно увеличить и их доступ к механизмам регулирования международными финансами и их доступ к МВФ и Всемирному банку. То есть с этим все согласились, да? Да. Это любопытно, интересно. И я обещаю вам, я обязательно об этом лидерам двадцатки скажу. Это уже становится доброй традицией беседовать с вами после мировых саммитов Большой Восьмерки и Большой Двадцатки. Здравствуйте, Инал. Здравствуйте. Большая Восьмерка в Вашингтоне в 2012 году. Большая Двадцатка в Санкт-Петербурге в 2013 году. И в этом же году Большая Восьмерка в Лондоне. И каждый раз молодежную российскую делегацию возглавляет наш Инал Ардзинба. Это вообще замечательная традиция. И я предлагаю сейчас начать именно с молодежной двадцатки, которая в этом году состоялась в российской северной столице. Каковы основные результаты и впечатления? Действительно, в силу того обстоятельства, что Российская Федерация в этом году председатель Большой Двадцатки, состоялась в Санкт-Петербурге молодежная двадцатка. Более 200 молодых экспертов собрались в городе Санкт-Петербург. Мы провели достаточно пылкие и интересные обсуждения. И в качестве главного результата наших обсуждений мы приняли итоговую декларацию. Она достаточно обширная, достаточно обстоятельная. Главный смысл нашей итоговой декларации заключается в том, что мы с коллегами едины во мнении о том, что необходимо все-таки построить более надежный, более гибкий, более стабильный международный экономический и политический порядок. В целом основные идеи нашего документа, нашей итоговой декларации лежат в той линии, что необходимо усиливать роль развивающихся стран, потому что сегодня в рамках глобального мира глобальные проблемы требуют глобальных решений и коллективного взаимодействия. И сегодня ни одна страна в мире не может решать глобальные проблемы в одиночку. Даже столь мощная страна, как Соединенные Штаты Америки. И в этом смысле нужно коллективное взаимодействие. И мы с коллегами предложили комплекс мер, реализация которых позволит решать проблемы глобального развития более эффективно. Мы предложили пакет мер по реформе Международного валютного фонда и Всемирного банка. Мы предложили то обстоятельство, что руководителями этих международных институтов, это главные международные финансовые институты, могли становиться не только представители Соединенных Штатов Америки и Западной Европы, как это сейчас происходит. Достаточно посмотреть на список руководителей. Но и представители развивающихся стран. К примеру, представитель Российской Федерации мог бы возглавить одну из этих международных организаций. В целом, главный смысл нашего финального документа заключается в том, что нам нужен более сбалансированный международный экономический порядок. Давайте поговорим об этом финальном документе. Вы, как лидер российской делегации, представляли коммюнике президенту России. Как прошла сама встреча и как президент оценил финальные разработки молодежи? Президент Путин достаточно высоко оценил наши предложения, и это была для нас счастливая возможность представить Владимиру Владимировичу наши разработки, наши базовые разработки. Часто молодежные форматы, молодежные саммиты обвиняют в том, что молодые исследователи предлагают нереализуемые меры. Мы попытались подобного рода просчета избежать, у нас получился обстоятельный документ, и Владимир Владимирович, кстати, отметил, что наша декларация, декларация молодежной двадцатки, более обстоятельна, чем декларация деловой двадцатки. Деловая двадцатка, в общем-то, собирает на своей площадке, можно сказать, самых богатых людей в мире, это миллиардеры, которые предлагают свои меры лидерам. И нам было очень приятно услышать столь лестную оценку. Владимир Владимирович, кстати, в рамках своей речи на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, который параллельно проходил с молодежной двадцаткой, отметил, что вот наша идея, к примеру, по деофшоризации, она может быть действительно использована в принятии серьезных политических решений. То есть как избежать того, чтобы финансовые потоки направлялись в офшоры. И мы предложили специальный международный налог, примерно 1%, чтобы как-то ограничить эти потоки. В целом встреча прошла крайне позитивно, и мы очень рады, что президент Российской Федерации оценил наше предложение.
На полях саммита в интервью НТВ вы сказали, что не стоит пить чай с министром финансов Соединенных Штатов Америки и нужна переориентация на развивающиеся рынки. А какова роль развивающихся стран в молодежной двадцатке? Роль весьма высокая. Мы с коллегами из стран БРИКС, это Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, сформировали целую такую коалицию и продвигали интересы развивающихся стран. И вообще молодежный уровень – это, естественно, отражение того, что в мире происходит сегодня, тех процессов, которые происходят в мировой экономике. Прежде всего, имею в виду то обстоятельство, что происходит своего рода перераспределение экономической силы от стран Запада, от Соединенных Штатов Америки к развивающемуся миру, к Китаю, к Российской Федерации. И эти страны получают новые механизмы влияния на международные процессы. И самое главное заключается в том, чтобы международную экономическую архитектуру приблизить к тому, что в мире происходит. И в этом смысле мы как раз предлагали реформу Международного валютного фонда и Всемирного банка. И в этом смысле Российская Федерация является одним из лидеров БРИКС. И мы на молодежном уровне тоже пытались проявлять лидерство по целому ряду направлений. И в этом смысле мы, как представители Российской Федерации, попытались предложить нашим коллегам по БРИКС такие формулировки для финального документа, которые были бы выгодны всем. И вместе, коллективно мы добивались продвижения, и действительно некоторые совершенно удивительные пункты прошли в финальный документ, которые не очень выгодны, скажем так, западным странам, к примеру, реформа международных финансовых институтов, целый ряд предложений по оптимизации социальной политики. Поэтому фактор БРИКС был очень сильно очевиден на молодежном саммите. Молодежная двадцатка проходила на площадке Петербургского международного экономического форума, в котором, кстати, принимала участие и абхазская делегация. Почему молодежный форум проходил одновременно с экономическим? Это был замысел организаторов, и совершенно справедливо молодежная двадцатка и деловая двадцатка проходили на площадке Петербургского международного экономического форума, и таким образом вся инфраструктура форума была использована для молодежной двадцатки и деловой двадцатки, и это было совершенно правильное решение. Мы с коллегами из молодежной двадцатки получили возможность общения с бизнесменами, с представителями гражданского общества, которые присутствовали на форуме. И, как вы справедливо отметили, абхазская делегация тоже присутствовала. Я имел удовольствие встретиться с представителями абхазской делегации. В ее составе были руководитель администрации президента Беслан Куправа, министр финансов Владимир Делба, замминистра иностранных дел Ираклий Хиндба. Тоже состоялся очень интересный разговор о перспективах экономики Абхазии, о том, как Абхазия могла бы быть представлена на этом форуме, потому что этот форум – замечательная площадка для продвижения, для защиты интересов, и было бы правильно и очень полезно постоянно приезжать на этот форум, именно для абхазской делегации. А обсуждается ли идея проведения подобного форума в Абхазии? Да, действительно обсуждается. Мы даже разработали с коллегами из Высшей школы экономики концепцию Абхазского экономического форума. Я ее сюда привез специально. Мы ее обсуждали в Москве с чрезвычайным и полномочным послом Республики Абхазия в России Игорем Муратовичем Махба. Действительно очень интересная идея, и форум, Абхазский экономический форум, мог бы очень сильно повлиять на имидж Абхазии в мире. Сегодня, к сожалению, складывается такая ситуация, что образ Абхазии в мире хуже, чем Абхазия есть на самом деле. И в этом смысле наша задача просто показать плюсы Абхазии, показать, что Абхазия очень красивая страна с замечательной инфраструктурой, с огромным экономическим потенциалом. Абхазский экономический форум мог бы проходить не только на территории Абхазии, но и в Москве, например, или в Турции, даже в перспективе, в странах-партнерах. Абхазский экономический форум мог бы привлекать инвесторов, изменять инвестиционный климат в Абхазии, и, что самое главное, адекватно отражать успехи Республики Абхазия с точки зрения социально-экономического развития. Потому что, к огромному сожалению, мировые средства массовой информации по отношению к Абхазии руководствуются известным принципом: либо плохо, либо ничего. И в этом смысле, конечно, было бы уместно иметь такую площадку, которая способствовала бы проведению определенного демонтажа информационных барьеров между Абхазией и миром. То есть представлять, что у нас происходит, какие успехи, какие программы в области социально-экономического развития реализуются. Я очень надеюсь на то, что идея Абхазского экономического форума будет востребована, и он все-таки будет проводиться. И вновь дела заморские, лондонский саммит Большой Восьмерки. Каковы основные темы саммита?
Ну, лондонский саммит был очень сложный, потому что Российская Федерация по основному вопросу, по вопросу Сирии, занимает отличную позицию от того, что говорят и делают представители стран Большой Восьмерки. Саммит прошел хорошо, мы даже с руководителем делегации Соединенных Штатов Америки вышли с совместной инициативой по сирийскому регулированию, которая предусматривает создание специального коридора безопасности в Сирии. Мы предложили конкретный регион в Сирии для коридора, чтобы беженцы имели возможность передвигаться беспрепятственно. Это первое. И второе предложение заключалось в том, чтобы сформировать специальный комитет миротворцев при лидирующей роли Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки как уже действующих модераторов конфликта. И, в общем-то, это главное такое достижение лондонского саммита, который действительно тоже был в достаточной степени интересный. Кстати, во время мероприятий лондонского саммита я имел счастливую возможность посетить лондонский Королевский театр оперы, где выступала наша Хибла Герзмава. Это было очень знаково. Я, естественно, всем рассказал о том, что действительно Хибла Герзмава удивительно талантлива и соотечественница. И мне было очень приятно все это видеть. Я считаю, что вообще то, что имя Хибла Герзмава звучит в столь значимых и знаковых местах, это, в общем-то, очень важный даже политический фактор. И в этом смысле было очень приятно. В Сирии, как и во многих ближневосточных странах, проживает большое количество абхазов, намного больше, чем в самой Абхазии. В результате гражданской войны из Сирии в Абхазию уже вернулось несколько сотен наших соотечественников. Как вы оцениваете процесс репатриации? Я с огромным удовольствием слежу за тем, что делается и Министерством иностранных дел Абхазии, и Министерством иностранных дел Российской Федерации в этом смысле. Естественно, исключительно полезное дело. Возвращение репатриантов. Еще более важная задача – это интеграция тех людей, которые приехали в экономическое, политическое пространство Абхазии. Очень важно, чтобы они не чувствовали себя исключенными из общества. Это тоже очередная важная задача. И вообще репатрианты – это, конечно, огромный экономический и политический ресурс. Не только политический, даже в большей степени экономический, потому что сюда приезжают, насколько я понимаю, малые предприниматели, инженеры, врачи. Их потенциал может быть задействован, безусловно. И, кстати, возвращение репатриантов – это еще одно проявление абсолютно братских отношений между Российской Федерацией и Абхазией, потому что МИД России показал огромную поддержку, без которой возвращение репатриантов было бы невозможно. И в этом смысле я думаю, что процесс репатриации надо еще больше интенсифицировать, интегрировать людей в общество Абхазии и уже вместе с ними добиваться успехов. Вы являетесь руководителем молодежной стратегии 2020. Ведущие российские СМИ пишут про то, что предложения молодежи рассматриваются и в Кремле. Каковы основные разработки молодежной стратегии? Действительно, молодежная стратегия 2020 – это межвузовская молодежная исследовательская группа, которая включает в себя молодых ученых из МГИМО, из финансового университета, из Высшей школы экономики, мой родной вуз. И мы предлагаем различного рода меры, комплекс мер, реализация которых позволит качественно улучшить жизнь россиян, как нам представляется, еще больше стимулировать экономическое развитие, сформировать предпосылки для устойчивого развития Российской Федерации. Действительно, целый ряд мер рассматриваются, мы предлагаем самые разные меры. Кстати, это, конечно, похоже на молодежную двадцатку, но это уже внутренний уровень, уровень внутренней политики. Мы предлагаем реформы в области образования, реформу ЕГЭ, единого государственного экзамена, реформу критериев оценки эффективности деятельности вузов и, на самом деле, многое другое. Вот, например, наша идея по созданию должности уполномоченного по правам иммигрантов, она действительно очень понравилась. И не исключаю, что она будет проведена в жизнь. Недавно состоялась промежуточная презентация нашего доклада, и совсем скоро мы будем презентовать итоговую молодежную стратегию 2020. Инал, все-таки, как вы оцениваете перспективы развития экономики Абхазии? Всегда считал и считаю, что Абхазия – это страна с огромным экономическим потенциалом, с огромным потенциалом социально-экономического роста. Полагаю, что в этом смысле крайне важно выстраивать
доверительные, дружественные отношения с Российской Федерацией, и в будущем продолжать эту линию, безусловно. Как вы знаете, закончился комплексный план содействия социально-экономическому развитию. Сейчас начинается новая инвестиционная программа на 2013-2015 годы. Это тоже очень важный ресурс, и необходимо максимально эффективно использовать эти средства. В целом слежу за тем, как экономика Абхазии развивается. Постепенно формируется рыночная экономика, рыночный механизм, рыночные стимулы. И на этом этапе очень важно поддерживать частную инициативу, частных предпринимателей. Вот среди моих друзей много представителей малого бизнеса. Они, кстати, тоже сталкиваются со всякими административными барьерами, и очень важно их поддерживать, потому что это есть сердцевина рыночной экономики. Кстати, я бы предложил, например, создать должность уполномоченного по правам предпринимателей в Абхазии. Так же, как и в России это было реализовано и весьма эффективно. Это не просто должность, это аппарат целый, куда можно обращаться с какими-то проблемами, с которыми сталкиваются малые предприниматели. И в этом смысле это было бы очень полезно. В общем, я надеюсь на то, что экономика Абхазии будет развиваться еще более эффективно, и надеюсь на то, что инвестиционная программа будет, безусловно, этому содействовать. Спасибо, Инал, вам большое за интервью и желаем вам дальнейших успехов. Спасибо большое. Я, пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех с наступающими праздниками, с 20-летием Победы, с 5-летием признания государственного суверенитета со стороны Российской Федерации. Вот это как раз два ключевых события, которые характеризуют новую Абхазию. Я надеюсь, что в будущем... Вообще, я считаю, что 21 век должен стать определенным веком интеграции Абхазии в международное сообщество, в международное пространство идей, людей, смыслов. И имею удовольствие всех поздравить и всем пожелать крепости духа и никогда не опускать руки, несмотря на то, что действительно существуют определенные проблемы, но нельзя никогда опускать руки, и в этом случае действительно уверен в том, что в самое ближайшее время наступит день, когда флаг Республики Абхазия будет развиваться на фоне здания Организации Объединенных Наций. Уверен, что этот день наступит, необходимо всем объединиться и идти к этой цели.